Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Главное управление МЧС по региону проверило аэромобильную группировку на готовность к сражению с лесными пожарами. Сколько возгораний фиксируют? Вскоре на прилавках Якутии появится форель местного производства. На Чернышевском рыбзаводе выходили мальков красной рыбы. Якутская спортсменка Анастасия Диадорова стала трехкратным призером чемпионата Европы по плаванию, когда начнется подготовка к Паралимпийским играм в Токио. Ледоход на реке Лени проходит территорию Булунского района. Обстановка спокойная. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в начале июня. На реке Колыме лед движется в Нижнеколымском районе. Уровень воды у населенных пунктов на 100 и более сантиметров ниже критических. У поселка Черский река вскроется также в первой декаде июня. На реке Индигирке ледоход наблюдают в Абыйском улусе. У поселка Чекурдах уровень воды составляет 584 сантиметра, при критическом 913. Наблюдение за реками Лена, Алдан и Колыма продолжает вести 3 оперативные группы Главного управления МЧС России по Якутии. Кроме того, Главное управление МЧС по региону проверило аэромобильную группировку на готовность к сражению с лесными пожарами. В случае угрозы перехода огня на населенные пункты пожарные специализированной части будут направлены в зону для ликвидации очагов. Между тем, 11 природных возгораний продолжают действовать на территории Нюрбинского, Алекминского, Верхоянского, Среднеколымского и Тампонского районов. 3 пожара потушили за сутки. Борьбу с огнем ведут 260 человек и более 30 единиц техники. На особом контроле продолжает находиться обстановка с природными пожарами близ села Мар и поселка Хандыга. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжают реализовывать в Якутии. В этом году проложат и отремонтируют более 250 километров дорожного полотна. Всего на работы предусмотрено порядка 5 миллиардов рублей. О ходе реализации материал Сарглан Неустроевой. Годами эти выделенные государством участки для многодетных семей пустовали. По словам владельцев, причина в отсутствии каких-либо коммуникаций, а самое главное – дорог. И вот, наконец, начало для застройки многодетных кварталов положено. Всего на территории Тулагина-Кильдянского наследия 13 сотов, в том числе для многодетных. И мы очень рады, что наконец-то какая-то инфраструктура появляется для этих участков. Кроме многодетных подъездных дорог к многодетным участкам, еще 4 километра асфальтовой дороги ремонтируется центральная улица, улица Николаева. И тоже очень отрадно. В прошлом году 3 дороги были заасфальтированы. Помимо Тулагина, подъездная дорога к таким же кварталам многодетных семей будет построена и в Табаге. Общая протяженность полотна составит более 5 километров, а стоимость объекта порядка 60 миллионов рублей. В этом году у нас индикатором является 50 километров по городу. Это не только город Якутск, но и, получается, по пригородам мы тоже работаем. Работа осуществляется в этом году у нас по Тулагина, по Табаге, по Хатасам, по Кангаласам и по Магану. Программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Якутии уже 3-й год. Что немаловажно, проект затрагивает трассы не только республиканского значения, но и местного. Так, например, постепенно асфальтируется пригород Хатасы. При этом здесь применяется технология, которая уже не раз доказала свою эффективность в непростых климатических условиях региона. Сейчас основание для покрытия готовится из цемента-гранулята, который мы успешно применяем уже 3-й год. И оно себя показало очень положительной стороны. Это прежде всего экономия. Основание лучше, чем традиционные основания. Поэтому я считаю, и заказчики считают, что вот этот эксперимент, который был начат вначале на федеральных дорогах, он успешно применяется в управлении дорогами. Всего в рамках нацпроекта на территории столицы республики в этом году отремонтируют и построят 44 объекта. Правда, 8 из них завершат в 2022 году. Заключены контракты более чем с 20 подрядчиками республиканского и муниципального значения. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Григорий Охлопков, Якутск.
Еще 450 доз вакцины против коронавируса завтра доставят в Нижнеколымский район Якутии. Об этом стало известно на личном приеме граждан, который глава Якутии провел в режиме видеоконференции накануне. Житель поселка Черский обратился с вопросом обеспечения доставки должного количества препарата. Новая партия прибудет в населенный пункт завтра. Также к Айсану Николаеву лично обратился директор Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования Пантелеймон Егоров. Он озвучил сразу несколько вопросов о разработке государственной программы развития инклюзивного образования региона. Глава республики поручил Министерству образования и науки Якутии до 1 октября завершить разработку данной госпрограммы для внесения на рассмотрение регионального правительства. Овощеводы Якутска приступили к посадке картофеля. Одним из первых на поле вышло хозяйство Андрея Котрус. На сегодняшний день засеяли более 10 гектаров второго хлеба. Всего хозяйство планирует высадить 3 сорта картофеля на 100 гектаров. Это Розара, Невский и Рябинушка. Как рассказал глава крестьянского хозяйства, нынче из-за неблагоприятной погоды почва сухая, поэтому для роста картофеля землю будут интенсивно поливать. Для семейства Котрус овощеводство и земледелие – непростое занятие, а дело всей жизни, которое передается из поколения в поколение. Их мать Екатерина Котрус – одна из известных аграриев республики. Семейное хозяйство по праву считается крупным поставщиком сельхозпродукции в регионе. Снега нынче было зимой очень много, глубокий был снег, мы все смотрели, проверяли, и он моментально за 2-3 дня растаял и ветром выдуло все. Поля не успели напитаться. Поля были специально подготовлены по пару, у меня частично работают поля. Сейчас вот эта половина, она все лето будет просто пахать, будем просто пахать и не будем садить ничего. Вот эти поля, которые сейчас мы садим, они в том году обрабатывались и на них не росло, чтобы это за зиму успела впитаться влага, за лето, за зиму. И тогда урожайность повышается за счет этого. Получается черный пар, сельхозпар. Впервые в Якутии будут выращивать лососевую рыбу до товарного размера. Займутся этим на Чернышевском рыбзаводе. Сотрудники предприятия выходили мальков красной рыбы. Какие цели ставит руководство рыбзавода и как прижились мальки, узнавали наши коллеги. На Чернышевском рыбзаводе радужные новости и радужная форель. Личинок этого вида рыбы здесь вывели впервые. Икру лососевых завезли в конце апреля. Через 2 недели пошел активный выклев. Радужная форель на наш завод поступила из Адлера. В пути находилась около 30 часов в специальном контейнере. В принципе, перевозка прошла успешно. Здесь на заводе, в наших условиях произошла доинкубация икры. Произошел здесь выклев и, рассадка в эти лотки. Сегодня мальки научились есть, им нужно набрать массу. Сотрудники рыбзавода кормят новорожденных круглосуточно. В одном лотке содержится примерно 6-7 тысяч личинок радужной форели. Их нужно постоянно кормить через каждые 2 часа. Вот такой специальный корм. Он чем-то напоминает молотый кофе. И для одного лотка достаточно 2 таких чайных ложек. Название «радужная форель» рыба получила из-за своеобразного окраса. С возрастом у особей вдоль тела появляется цветная полоска. В мини-бассейнах мальки содержатся временно. В конце июля, в начале августа специалисты их переселят. Еще в прошлом году на берегу Вилюа построили садковое хозяйство. Понтонные секции из металлических труб площадью около 300 квадратов станут пристанищем не только лососевых, но и сиговых рыб. Рыба будет находиться здесь, расти, ее будут кормить, и уже после 3 лет содержания пойдет на продажу. Но опять же, это надо посмотреть наши условия, как здесь рыба будет расти, климат, температура воды, все это на рост влияет. Разведение форели в условиях Якутии – это своего рода опытный экспериментальный способ. Все будет отрабатываться на практике. Иванна Филиппова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Далее о спорте. 2 якутских спортсмена вышли в финал международного турнира по вольной борьбе. Иван Ярыгин в Красноярске. В полуфинале Виктор Рассадин одолел дагестанца Имама Ганишева со счетом 7-2. В борьбе за золото в категории до 70 килограммов якутский борец встретится с Курбаном Шираевым.
Араян Тютрин, представляющий сборную Беларуси, выиграл бой у бурятского спортсмена Ананда Дашиева со счетом 6-2. В схватке за первое место в весе до 57 килограммов якутянин встретится с дагестанцем Мусой Мехтихановым. А якутская спортсменка Анастасия Диадорова стала трехкратным призером чемпионата Европы по плаванию Международного паралимпийского комитета. Соревнования проходили в Португалии. По итогам российские пловцы завоевали 83 медали, 25 из которых золотые. В постпредстве Якутии в Москве встретили нашу титулованную землячку и поздравили с новыми достижениями. Как проходил турнир в условиях пандемии, когда начнется подготовка к Паралимпийским играм в Токио, узнаем из материала Максима Кардозу. На этот долгожданный чемпионат Европы после череды пандемийных отмен у Анастасии и ее команды были большие планы. Правда, в личных зачетах показать желаемый результат не удалось. Но, несмотря на неудачи, спортсменка сдаваться была не намерена. Чемпионат Европы проходил очень тяжело. И с точки зрения адаптации и всего остального, и морально, потому что мне не удалось показать те результаты, которые я хотела показать. И, соответственно, это повлияло на мое эмоциональное какое-то состояние. Но, тем не менее, я собралась, и вот в эстафете, благодаря команде, у меня получилось завоевать 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. И спортсмены, и тренеры довольны, что европейский чемпионат вообще состоялся. И никого уже не удивляли новые ковидные правила. Стали привычными маски, тесты ПЦР, социальная дистанция и изоляция. Наша жизнь состояла из нахождения в гостинице и, соответственно, приезда в бассейн. Это было все, что нам было позволено. Несмотря на это, я считаю, что соревнования прошли очень успешно, и никто не заболел, все хорошо выступили по мере своих возможностей. И я думаю, что это показатель того, что действительно соревнования любого уровня могут и должны состояться. Главные старты в сезоне – это, конечно же, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. И если они состоятся, то Анастасия будет на них представлять Россию. Мы все тоже очень ждем с напряжением, потому что непонятная ситуация с коронавирусом. Я, насколько знаю, там сами японцы, они не очень рады, что у них должна быть эта Олимпиада и Паралимпийские игры. Поэтому мы живем одним днем, как птицы. Будет. То есть мы очень рады, что чемпионат Европы все-таки состоялся, что ребята выступили, посоревновались, мы увидели соперников, вспомнили, что это такое. Паралимпийские игры в Токио должны стартовать 24 августа. Сейчас у наших пловцов начнутся тренировки в Подмосковье, а заключительный этап подготовки пройдет уже на Сахалине, поближе к Японии. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.